Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. В Якутию прибыли первые беженцы Донбасса. В Нерюнгринский район прилетели матери с детьми. В Ленском районе преодолели пик заболеваемости ковидом. Как дела обстоят сегодня? Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. В Русском театре имени Пушкина сегодня премьера спектакля. Представители России и Украины на втором раунде переговоров договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев. На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня. Как сообщил журналистам помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сторонам удалось найти взаимопонимание по ряду вопросов. В ближайшее время пройдет третья встреча, скорее всего, также на территории Беларуси. Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Поэтому стороны, представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. Между тем, в Якутию прибыли первые беженцы Донбасса. В Нерюнгринский район прилетели 6 граждан. Это 2 матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей. Уполномоченные органы оказывают содействие прибывшим семьям в обустройстве. Один ребенок устроен в школу с участием волонтеров. Жители района одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда. В Алекминском районе идет сбор вещей для оказания помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Население активно присоединилось к всероссийской гуманитарной акции. Подробности у Елены Фаст. С минувшего воскресенья в Центр культуры начали поступать первые коробки с вещами. Здесь расположился и еще один пункт сбора. Объявил сбор вещей, необходимых, которые будут переданы беженцам с Луганской и Донецких областей. Вещи первой необходимости. То есть начали сбор, вещи притаскивают, звонят, интересуются. Первый сбор, который у нас прошел, мы уже передали в администрацию города. В детской модельной библиотеке всегда многолюдно. Вместе с мероприятиями здесь встречают и тех, кто готов оказать помощь. Волонтеры культуры совместно с молодежной администрацией организовали пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Наша команда координирует работу по сбору и отправке гуманитарной помощи от всех населенных пунктов Алекминского района. Пункты приема находятся по адресам: улица Молодежная, 8, городская детская модельная библиотека, и улица Молодежная, 21, офис «Мои документы». Алекминчане всегда отличались добросердечием. В управлении социальной защиты все чаще раздаются звонки. Чем мы можем помочь? Задают вопросы жителей нашего Алекминского района о том, каким образом и как помочь этим жителям, которые на сегодняшний день покинули эти республики. На сегодня, по данным Республики Саха-Якутия, в республику никто еще не прибыл. Но мы уже готовы к тому, чтобы, допустим, какую-то помощь оказать. Конкретно есть учреждения, которые готовы оказать конкретной малообеспеченной многодетной семье, прибывшей из этих республик. Пункты сбора вещей организованы по всему Алекминскому району. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К другим темам депутаты Госсобрания Илтумен приняли в окончательном чтении поправки в закон о госбюджете на текущий год и на плановый период ближайших 2 лет. Объем расходов на этот год увеличен более чем на 38 миллиардов рублей. Уточняется, что расходы увеличиваются за счет безвозмездных поступлений. Помимо этого, почти 19 миллиардов рублей направят на приоритетные направления. Речь идет о борьбе с пандемией, повышении зарплат, целевом капитале, дети столетия и других.
На подготовку к пожароопасному сезону выделят примерно 360 миллионов рублей. На поддержку системообразующих предприятий воздушного транспорта 500 миллионов рублей. На создание приютов для бездомных животных 100 миллионов. Средства также пойдут на поддержку сельского хозяйства, развитие образования, здравоохранения и спорта, на расходы инвестиционной программы. Госкомцен тем временем контролирует цены по основным продовольственным товарам. Для сдерживания роста цен в Якутии действует частичное государственное регулирование. Это утверждение предельных торговых надбавок. С перечнем значимых продовольственных товаров и размерами предельных оптовых и розничных надбавок к ним можно ознакомиться на сайте Госкомцен. Кроме того, якутяне могут сфотографировать ценник, кассовый чек, данные магазина и о фактах повышения цен направить обращение в Госкомцен через горячую линию. Я еще раз подчеркиваю, что мы не утверждаем конечные цены на товары. Конечные цены на товары утверждаются самим продавцом, но мы контролируем именно правильность применения торговых надбавок. То есть, если повысится цена поставщика, то мы смотрим, правильно ли применил к этой цене поставщика свою торговую надбавку тот, который его продает. Вот в этом заключается наше полномочия. В Ленском районе преодолели пик заболеваемости ковидом. Самым тяжелым для ленских медиков выдался февраль. Телефоны разрывались как в поликлинике, так и в скорой помощи. Врачи принимали не только по несколько сотен пациентов в день в очном формате и консультировали до 50 человек дистанционно. Подробности у Анны Кожевниковой. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Ленском районе пошла на спад. Самым пиковым стал февраль. За день в поликлинику обращались до 400 человек только в очном формате. Работало 2 кабинета неотложной медицинской помощи. Сегодня уже достаточно одного. Но прием ведется и с утра, и с обеда. Также пациенты с подтвержденным диагнозом могут получить бесплатно некоторые лекарственные препараты. Стало проще и дозвониться в колл-центр. На каждого регистратора приходится по 2 телефонных аппарата. Звонки принимают безостановочно. Сейчас идет спад вызовов, спад звонков. Самый максимальный – это 10-12 вызовов в день. По сравнению с тем, что было раньше. Раньше у нас было в районе 50-55 вызовов. Также даем информацию по телефону, какие-либо рекомендации, и открываем уже больничные листы, тоже также по телефону. Созваниваются, дают рекомендации, врач уже тоже также созванивается. Открываем и закрываем это тоже уже на удаленном. И открыть и закрыть больничный теперь можно по телефону, даже не приходя в поликлинику, так как лист нетрудоспособности не выдается в бумажном варианте, только в электронном и поступает в личный кабинет на портале госуслуг. Такой функцией могут воспользоваться пациенты с подтвержденным ковидом, если был вызов скорой помощи на дом, либо контактирующий с больным. Он не нуждается в подтверждении, потому что мы можем поставить вероятную коронавирусную инфекцию диагноз. На сегодняшний день стало все значительно лучше. Сейчас у нас на амбулаторном лечении находится 355 человек. Из 355 человек 113 человек – это дети разных групп. От 0 до 7 лет у нас 25 человек, 92 человека от 7 до 14 и 21 подросток. Людей старше 60 среди заболевших 63 человека. За сутки прибавка идет 10 пациентов, тогда как в пиковые периоды, например, 13 февраля, за сутки прибавилось 113. В стационаре сегодня находится 31 заболевший. Детей в стационаре и реанимации нет. Тяжелого течения заболеваемости не наблюдается. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. Завершился прием заявок для участия в конкурсе на гранты главы республики. В этом году подано 364 заявки по 23 направлениям. Наиболее активные некоммерческие организации в Горном районе. На рассмотрение жюри они отправили 34 проекта. Вторые по активности – Мегино-Кангаласские и Чурапчинские общественники. Но если отмечать по направлениям, то 67 проектов ориентированы на продвижение культуры, искусства и духовного развития. Все проекты некоммерческих организаций будут оценивать 50 экспертов. Итоги подведут до 15 мая. Между победившими проектами распределят 97 миллионов рублей. В этом году активность по сравнению с прошлым годом немного снизилась. Возможно, это связано с тем, что в прошлом году мы основную конкурсную работу проводили летом. Сейчас на основании федерального закона мы все делаем в срок, получается, и, соответственно, возможно, из-за этого у нас снижение
идет. И еще мы связываем это с тем, что у нас прошлогодние победители до конца еще свои проекты не закончили, не отчитались, поэтому они ведут эти проекты, и, соответственно, они в этом году не приняли участие. Но все равно, если кто-то не успел, у нас еще дополнительно проводятся гранты по линии Росмолодежи. Наши ресурсные центры активно работают, и мы будем помогать им, чтобы они отправляли туда свои гранты. Ровно 25 лет назад по указу первого президента республики была создана сеть президентских школ. Это был прорыв в развитии подрастающего поколения. Благодаря этой работе появились условия открытия лицеев и гимназий. Тогда сеть президентских школ охватила около 40 учебных заведений. 3 года назад на основе уникального опыта была организована сеть школ имени Михаила Николаева. А накануне провели мероприятие под названием «День дарения и благодарности». Все 11 гимназий, которые находятся в сети президентских школ, они флагманы в образовании, то есть по качеству образования в своих улусах. То есть мы лидеры, соответственно, да. И это очень огромный опыт багажа. Получается, мы по сотрудничеству перенимаем у них. Ну и разного рода конкурсы, опять же, для наших обучающихся, да, например. Начиная от взаимодействия, участия олимпиад наши школьники, да. Вот, например, у нас есть совместный проект, где наши школы, руководители и педагоги учатся, например, в МГТУ. Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. Русский драмтеатр готовит постановку по пьесе японского драматурга, но, несмотря на это, применима ситуация и к настоящему времени. «Академия смеха» — так называется спектакль. В нем участвует всего 2 актера, но свою роль сыграют и декорации, которые выступят словно арена для борьбы. Споры и непринятие, разногласия и отстаивание точек зрения цензора и автора. Но в итоге перерождение и создание чего-то совершенно нового и удивительного. Об этом поведает спектакль «Академия смеха». Премьера состоится сегодня, 4 марта. Здесь у персонажей, которые находятся внутри этого спектакля, происходит поворот на 180 градусов. Они меняются. Я боюсь что-то сказать лишнего, то есть спойлер такой выпустить в эфир. Ну, в общем, это очень интересная история. Это про черное и белое, и про все то, что это неоднозначно, все, что с нами происходит. Я даже удивился, что здесь нет отрицательных персонажей. На первый взгляд они могут показаться таковыми, но когда досмотрите до конца спектакль или дочитаете пьесу, вы понимаете, что не все так однозначно. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.